На этой неделе депутаты якутского парламента приняли в первом чтении законопроект об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории республики. Другими словами, это ставшие популярными всего пару лет назад, особенно среди школьников, так называемые вейпы. Об их вреде организму человека разбиралась Ульяна Шагина. В социальных сетях настоящий бум. Молодые люди, а в основном школьники, искусно выпускают кольца и медузу из разноцветного пара. Не только в воздух, но и в надутые большие мыльные пузыри. Вейпы – это красивые коробочки с насадкой. Производители таких устройств не ленятся придумывать самые разные вкусовые добавки. От яблочного до кофе. При этом мало кто знает, что в США из-за курения электронных сигарет уже умерло порядка 20 человек. Настолько ли они опасны? Нам только предстоит узнать точные результаты исследований, в чем же конкретно заключается вред электронных сигарет. Так чем же начинены эти модные электронные сигареты? Как оказалось, в такой вот аэрозольной жидкости для вейпа присутствует целая таблица Менделеева. Кроме никотина, это тяжелые металлы, олово, никель, медь, свинец и хром. А для вязкости туда еще и добавляют глицерин. Никотин добавляют очень часто производители и ароматизаторы. Ну, то есть достаточно такой химический состав этой жидкости. И как определили исследования последние, именно эти химические вещества вызывают грубейшие нарушения со стороны функционирования органов дыхания. То есть вот все 200, по-моему, человек, в Соединенных Штатах Америки, которые поступили в стационары, они обратились именно с серьезными нарушениями со стороны органов дыхания. Еще один компонент этих аэрозолей – пропиленгликоль. Это бесцветная вязкая жидкость, которая усиливает вкусовые характеристики ароматизаторов. Жидкость хорошо усваивается организмом и в больших количествах может нанести серьезный вред. Обычно, когда человек вдыхает, например, пропиленгликоль, то организм достаточно быстро от него очищается, то есть в течение суток-двух его в организме уже нет. Но если человек постоянно использует электронные сигареты, мы знаем, что пользователи, как правило, ежедневно используют их, то организм не успевает очиститься от этого химического вещества. И таким образом происходит токсическое воздействие на ткань легких. Сегодня многие страны начали принимать законы о запрете продажи электронных сигарет. В Сингапуре нарушение этого запрета может привести к штрафу до $2000. Китай, хоть и является страной родиной вейпа, в Гонконге можно получить до 2 лет тюрьмы. В Таиланде за использование вейпов можно вообще сесть в тюрьму на 10 лет. В России пока к этому вопросу относятся выборочно. Если законопроект о запрете продажи электронных систем доставки никотина примут в Якутии, регион станет 32-м субъектом Российской Федерации, запрещающим это действие. Законопроект регулирует незаконную продажу, а также в первую очередь касается самих продавцов. Мы будем более тщательно отрабатывать детали законопроекта, чтобы и включить, какие же, будет кодекс административных правонарушений, тоже будут вноситься изменения. Сколько же человек будет платить штраф, если он будет продавать лицам, не достигшим 18 лет, электронной системы доставки никотина. Соответственно, этот закон будет дорабатываться, и мы до 20 ноября ждем предложений и будем выносить после этого на второе окончательное чтение. К примеру, в Московской области штраф за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина влечет за собой штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических от 100 до 150 тысяч. Я смотрю вот эти вот шопы, которые реализуют вот эти сигареты. Их деятельность абсолютно бесконтрольна, мне кажется. И закон такой, конечно, необходим. Вообще нужно ограничивать. И мне кажется, относительно вообще курения нужно возраст увеличивать. Вообще, за то, чтобы пачка сигарет стоила не меньше 500 рублей, а электронные сигареты вообще запретить. Вообще они вредные, не вредные? Конечно. Даже эксперимент проводили же, что они все равно вредные, как сигареты.
Для кого-то вейп – это модная игрушка, а для кого-то и метод отказа от курения. Но на деле получается, что его воздействие на организм человека не изучено еще до конца. Хотя случаев негативного влияния этих устройств вплоть до летального исхода с каждым днем становится все больше. Ульяна Шагина, Джулустан Иннокентьев, Семен Семенов. Якутия день за днем. Мы продолжаем программу. Вся страна отмечает День автомобилиста. Это праздник с большой историей. Задуманный как профессиональный, со временем он стал всенародным. Полноправно этот день празднуют и сотрудники Якутмедтранса, чьи водители уже более 20 лет обслуживают станцию скорой помощи и медицинские учреждения Якутска. На счету каждое мгновение. Они те, от чьей работы за рулем буквально зависят жизни людей. О их буднях расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. Смена – это уже привычное дело, и машина как родная. Галина уже 18 лет работает водителем скорой медицинской помощи. Единственная женщина-водитель на предприятии. Она работает наравне со всеми мужчинами. Главная сложность не в вождении. С этим Галина справляется не хуже коллег. Но вот тонкая женская суть принимает всех пациентов слишком близко к сердцу. Профессия, конечно, не из легких. И, можно сказать, не женская, наверное, как водитель. Ну, все приходится делать и видеть. И через сердце что переносить, когда видишь больных. Ну, а так, в принципе, это как водитель мне не трудно, не тяжело, а тяжело морально, когда видишь, что люди болеют или тяжело им больно. В автоколонне скорой медицинской помощи работают 25 бригад водителей. Из них одна бригада в поселке Жата и одна в селе Хатасы. Есть специализированные бригады: 2 реанимационные, 2 анестезиологические, психоневрологическая, кардиологическая, 3 педиатрические и 14 линейных бригад. Галина последние 4 года ездит только на детские вызовы. Как бы я работала когда на линейных, как бы на взрослых вызовах. Там, конечно, я очень много и крови перевидела, и всякие, такие тяжелые вызовы были. А сейчас вот я работаю на детских, там, в принципе, и в салоне всегда чисто, никакой крови нету. Родители сами на руках ребенка держат, спокойнее намного сейчас. Здесь трудятся более 200 водителей. Работа непростая, а потому и принимают на нее тех, в ком можно быть уверенным. При приеме на работу в скорую помощь требования большие. Принимаются водители исключительно 1-го класса вождения с опытом работы и сознанием города. В автопарке предприятия 25 машин скорой медицинской помощи и 65 машин санитарного транспорта, в том числе 3 специализированных машины для колясочных и лежачих больных. Автопарк кажется солидный, но в действительности этого недостаточно. Согласно действующей норме, на 10 тысяч человек населения полагается одна машина скорой помощи. На сегодняшний день в Якутске проживает около 350 тысяч человек. Путем нехитрых подсчетов можно выяснить, что в столице республики для соответствия требованиям не хватает еще 10 машин. Для скорой помощи важно, чтобы машина всегда была в исправном состоянии. Для этого у предприятия есть собственная авторемонтная мастерская. В ней осуществляют все виды ремонта. Каждый день в ней проходят ремонт и техническое обслуживание до 6 машин скорой медицинской помощи и до 4 машин санитарной техники. Конечно, уход за техникой у нас очень серьезный подход к этому. В авторемонтной мастерской у нас, каждый месяц составляется график технического осмотра автомобилей. И согласно графику у нас каждый день заезжают машины. При такой работе скорость играет огромную роль. Ведь для пациента важна каждая минута и даже каждая секунда. И лишнее мгновение может спасти чью-то жизнь или привести к трагедии. Водитель скорой помощи, получив экстренный вызов, должен добраться до точки, то есть до больного, доставить медицинскую бригаду за 20 минут. В данный момент времени в нашей долине Туймада, сами представляете, что на крайних точках за 20 минут добраться это нереально. Потому что есть несколько проблем. Одна из самых главных – это, конечно, пробки. А вторая – это такие же участники движения, то есть водители, велосипедисты, пешеходы, которые, к сожалению, редко уступают машине скорой помощи. Работа водителя трудна сама по себе. Постоянное нахождение на дороге заставляет всегда быть внимательным и сконцентрированным. Это тяжело как морально, так и физически. Вдвойне сложнее, когда все это сопровождается экстремальными условиями. Чтобы успеть вовремя и спасти жизнь, очень важно, чтобы на пути им всегда светил зеленый сигнал светофора, была исправная машина
и попадались только понимающие и отзывчивые водители и пешеходы. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Илья Сыромятников, Якутия. День за днем. Октябрь в Якутии – традиционно месяц, когда на паромных переправах складывается неоднозначная ситуация. Желающих попасть с одного берега на другой, как автомобилистов, так и пешеходов, предостаточно. О ситуации на переправе в период межсезонья узнавал наш корреспондент Александр Хавренко. 22 октября в Якутии официально закрылась летняя навигация. Единственные суда, которые продолжают работать, это паромы, которые курсируют между Якутском и поселком Нижний Бестях. Но как только река покроется льдом, им на смену придет ледокол. В период межсезонья пассажиров будут перевозить на судах на воздушной подушке, которые уже заняли места на городском пляже в 202 микрорайоне. Начинается у нас осенняя навигация на воздушных подушках. Также будут курсировать 20 воздушных подушек, 5 аэроботов. Стоимость будет от 1500 рублей, а там, когда будет пересадка, будет больше. От сложности льда будет зависеть и цена. Недалеко от поселка Жатай своего часа ждет ледокол «Капитан Бабичев», который приступит к работе, когда лед на реке станет достаточно крепким. И переправляться на обычном пароме станет невозможно. Закончив арктическую навигацию, суда Ленинского объединенного речного пароходства вернулись в свои места зимнего отстоя. Сейчас перед нами, перед речниками, стоит глобальная задача по осуществлению ледокольных перевозок в межнавигационный период. К этим перевозкам будут привлечены ледокол, буксир от 21:31, а также баржа. Конечно же, с изменением метеоусловий поменяется и цена на переправу. Если сейчас легковые автомобили можно перевезти на другой берег по цене от 685 рублей до 2940 рублей, в зависимости от массы, то на паромах сопровождения ледокола обычная легковушка обойдется в 3900, а за внедорожник придется заплатить 10 500 рублей. 8 тонн в сутки топлива, в принципе, если мы работаем на полный ход. На ледоколе он полный ход, 24 тонны топлива в сутки. 1 тонна дизельного топлива 50 тысяч стоит. Ну и посчитаем. Расходы-то получаются суточные 1 000 000. Поэтому нам надо и зарабатывать, соответственно. Плюс зарплата экипажа, амортизация, ремонт. В прошлом году перевозки в сопровождении ледокола начались на Лене 6 ноября. В этом году из-за аномально теплого октября перевозки с ледоколом, возможно, начнутся позже. Но не стоит уповать на непредсказуемую якутскую зиму. И позаботиться о переправе стоит уже сегодня. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. С наступлением холодов ежегодно спасатели призывают всех жителей быть предельно осторожными на водоемах. Кажущийся прочным и крепким лед может оказаться не таким уж и надежным. Ценой ошибки может стать человеческая жизнь. Как избежать неприятных ситуаций, расскажет мой коллега Сергей Михедов. В нашей республике осень резко сменяется зимой, и это один из самых опасных периодов года. На дорогах появился гололед, а реки и озера покрываются тонкой коркой льда, так и манящие любители экстрима проверить его прочность. В этот период появляется множество любителей зимней рыбалки, туристов, да и просто желающих провести вечер на свежем воздухе за катанием на коньках. К тому же часто возникает соблазн сократить путь по замерзшему озеру. Сегодня мы ответим на вопрос, какой лед можно считать безопасным. Запомните это, если не знали, и обязательно расскажите своим детям. Безопасным для человека считается лед толщиной в 10 сантиметров. Если лед тоньше 7 сантиметров, то велика вероятность, что вы под него с треском провалитесь. Когда лед становится толще 10 сантиметров, можно выйти порыбачить. На снегоходе по льду лучше прокатиться, когда он толще 12 сантиметров. Легковые машины допускаются на лед толщиной от 20 сантиметров, джипы и пикапы от 30 сантиметров. Хочется отметить, что эти величины не являются абсолютными, ситуации бывают разными, поэтому, выходя на лед, всегда оставайтесь начеку. Далее мы расскажем, что на тонком льду делать можно, а что категорически запрещено. Если хотите оставаться в безопасности, всегда переходите водоемы только по специальным водным переправам. Если все же собрались выйти на лед и сомневаетесь в его прочности, то возьмите с собой палку и перед тем, как наступать, проверяйте, прочный ли он. Любителям зимнего лова настойчиво рекомендуем надевать спасательный жилет, а также изучить способы спасения и оказания первой помощи.
Что делать нельзя, так это игнорировать запрещающие знаки. Пытаться перейти водоем по неокрепшему льду, кататься на льдинах, вот уж точно безумие. И никогда не проверяйте прочность льда ногой. Опытные охотники и рыболовы, конечно, умеют распознавать примерную толщину льда по цвету. Синеватый или зеленый оттенок говорит о том, что лед прочный. И чем прозрачнее лед, тем он прочнее. Лед не прочен в местах быстрого течения, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Но если вы видите участок реки подо льдом, на котором отсутствуют следы животных и человека, задумайтесь, от чего это? Что же делать, если несчастье уже все-таки случилось и вы провалились под лед? Во-первых, ни в коем случае не паникуйте. Постарайтесь сбросить с себя тяжелые вещи. Удерживайтесь на плаву, держите голову над водой и старайтесь звать на помощь. Запомните, важно суметь повернуться в ту сторону, откуда пришли. Там лед уже выдерживал ваш вес. Во-вторых, обопритесь на край льдины с широко расставленными руками. Навалитесь на край льдины грудью, медленно попытайтесь подтянуться и поочередно закинуть ноги на лед. Если под водой вы чувствуете течение, то согните ноги в коленях. В-третьих, когда вам уже удалось забраться на более прочный край льда, ни в коем случае нельзя вставать в полный рост и тем более бежать. Двигайтесь до берега ползком или перекатываясь. И запомните признаки непрочного покрытия. Если вы слышите треск, чувствуете подвижность льда, видите появление воды над его поверхностью, передвигайтесь от этого места, расставив ноги пошире, неторопливо или даже ползком. Если возникла необходимость преодолеть участок непрочного льда, не ходите в одиночку. Лучше отправляйтесь туда со страхующим. Даже двигаясь на расстоянии 5 метров, он окажет помощь при несчастном случае. Ну а сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите в продолжении нашей программы. В Корею из Нерюнгри без пересадок. В ближайшее время откроется прямое авиасообщение. Расскажем, о чем писали районные газеты нашей республики на этой неделе. Мы продолжаем. Это программа «Якутия. День за днем». Новый арт-объект в рамках фестиваля «Лето Якутии» установили в Покровске. Он выполнен в виде большого трилобита. Трилобит – это вымершее более 200 миллионов лет назад морское членистоногое. Его окаменелые останки до сих пор находят в районе Ленских столбов в Хангаласском районе. Древний обитатель морей является неофициальным символом района. За работу взялся скульптор Николай Чачасов, который сделал не просто памятник, а скамейку с подсветкой и подогревом на территории местного спортивного комплекса. Сперва хотели сделать памятник, но вот молодые люди придумали, что это будет скамейка. Видов трилобита очень много, около 10 тысяч по всему миру. Но у нас, конечно, поменьше, но до конца еще не исследовано. Но это собирательный образ, что выглядело красиво, выглядело креативно, выглядело, что как скамейка одновременно и одновременно это. А в Мирном в рамках фестиваля «Лето Якутия» установили паблик-арт «Игрушка». Это 10 коров ярко-красного цвета простой геометрической формы, которые будут служить скамейками для посетителей. В проект «Игрушка» автор арт-объекта, художник Вера Петрова, вложила глубокий сакральный смысл. Численность коров и их цвет не случайен. В арт-объекте отразились особенности менталитета и мировоззрения народа. Ну а мы продолжаем знакомить вас с тем, о чем пишут газеты, выходящие в разных районах нашей республики. О самом интересном расскажем прямо сейчас. Первый пионерский отряд в Алдане был организован в 1924 году. Он состоял из 40 ребят поселка Незаметный и носил название «Спартак». Спустя год в Алданском пионерском клубе было уже 3 пионерских отряда численностью в 160 человек. Увеличилось и количество кружков. Об Алданском доме пионеров, его создании и развитии читайте на страницах газеты «Алданский рабочий».
В последний выходной октября отмечается День автомобилиста. В газете «Алёк» Минского района вышел репортаж, освещающий деятельность муниципального унитарного предприятия «Служба городского заказчика». О предприятии и особенно о людях, которые там работают, читайте в газете «Алёкма». Создание комфорта в городе – задача не из легких. Всем нам хочется ходить по чистым, красивым улицам, в жаркий день иметь возможность укрыться от палящего солнца в тени деревьев, а зимой, пританцовывая от холода в ожидании автобуса, каждый мечтает согреться. Открытие первого теплого павильона остановки – большое событие для алекминчан и очередное достижение в части создания комфортной среды. А в начале месяца в Ульдикане провели мероприятие, посвященное Дню пожилых людей. Члены кружка «Умелые ручки» подготовили поздравления, а в Доме творчества «Радуга» состоялся концерт. Поздравления принимали самые дорогие и родные бабушки и дедушки, ветераны тыла и труда. Также ученики Ульдиканской школы подготовили свое выступление для всех желающих. Завершилась навигационная пора в Абыйском районе. В эти дни сделали расстановку флота и привели его в зимовочное состояние. На данный момент экипажи судов улетают в межнавигационный отпуск. Как проходила навигация, на ее особенностях рассказывает на страницах газеты «Хутугук Им» начальник Белогорского судоходного участка Роман Петрович Еремеск. 18 октября в честь дня рождения Белогорской гимназии состоялся ежегодный и уже 23-й бал гимназии. Короткий вечер с фейерверком эмоций, полька, полонез и головокружительный вальс. Танец за танцем, сценки, гостиные, стихи, музыка, воспоминания. Этот бал провели в пушкинском стиле. Об этом мероприятии также можно узнать в газете «Хутугук Им». Каждый год Алроса финансирует муниципальную программу «Мирнинский район доброжелательный к детям» в размере 1,5 миллиона рублей. Из них 1 миллион рублей направляется на приобретение медицинского оборудования для обследования и лечения детей, а 500 тысяч рублей для приобретения путевок в детский лагерь «Орленок». Причем эти средства идут для детей из малоимущих, многодетных и неблагополучных семей. О ходе реализации программы пишет газета «Мирнинский рабочий». Также в газете вы найдете материал о том, как в этом году в Мирнинском региональном техническом колледже проходил праздник «Колледж. Мой дом родной». Это мероприятие проводится уже 13-й год подряд для ребят, проживающих в студенческом общежитии. К этому дню они своими глазами готовят номера художественной самодеятельности, украшают актовый зал, рисуют плакаты, чтобы порадовать себя и многочисленных гостей. Для жителей Батагая тема чистой воды давняя и наболевшая, если уж быть совсем правдивыми, равносильная выбору между жизнью и смертью. Поселок самым острейшим образом нуждается в водозаборе, который позволит пользоваться нормальной водой не только для питья, но и для других жизненных нужд. Об этой острой проблеме пишет газета «Вести Верхояние». Свежий выпуск нерюнгринской газеты «Индустрия Севера» расскажет об открытии нового театрального сезона в Республиканском театре актера и куклы, который начался с премьеры спектакля «Особо любящий таксист». Также газета рассказывает и об открытии нового творческого сезона в Центре культуры и духовности имени Пушкина и концерте «Палитра звезд», главным сюрпризом которого для зрителей стало выступление родителей детей творческих коллективов Нерюнгринского района, которые на протяжении 2 месяцев втайне готовили танцевальный номер и таким образом поддержали своих детей и вдохновили их на новые творческие достижения. Также газета публикует итоги пресс-тура в Южную Корею, организованного для нерюнгринских журналистов авиакомпании «Якутия». Фотокорреспондент издания Юрий Коковин поделился с читателями рассказами о достопримечательностях столицы страны утренней свежести города Сеула, а также рассказал о том, что уже в ближайшее время у нерюнгринцев появится возможность летать в Корею напрямую из аэропорта Нерюнгри. И продолжая тему, авиакомпания «Якутия» в декабре этого года откроет авиамаршрут Якутск-Нерюнгри-Хабаровск-Пуссан. По каким причинам путешествие в Южную Корею может стать незабываемым и весьма полезным, узнаем далее в материале наших коллег из Нерюнгри. В первую очередь это минимальная стоимость авиабилета. Через систему онлайн-бронирования на сайте авиакомпании «Якутия» можно приобрести билет ценой от 250 евро в одну сторону с багажом. Время вылета из Якутска в 6 часов утра. Длительность полета на скоростном Боинге – 4,5 часа. Стандартный набор
Но я сейчас попробовал курочку, картошечку. Это очень вкусно приготовлено. Впервые вижу, чтобы вообще подавали колбасу, сыр. Я сколько летал за этот год, у меня было 6 перелетов. И все разными авиакомпаниями. Это первая авиакомпания, которая предложила сырок. Его мы еще попробуем, но я думаю, что он вкусный. Прилетает самолет в столицу Южной Кореи в 10 утра, вылет после полуночи следующего дня, так как в Сеуле у самолета длительная стоянка. Для деловых людей есть возможность летать за границу на день. Часовой пояс в Сеуле совпадает с якутским. За 14 часов можно многое успеть, а можно остаться подольше. Ведь россиянам не нужна виза, чтобы провести в Южной Корее до 60 дней. Поездки в Сеул нравятся якутянам по нескольким причинам. Летим вот с супругом в Корею. У нас проблема с глазом, очень сложный диагноз, но мы очень надеемся, что там все будет окей. Азия первый раз, я никогда не был. Корея, мне сказали, волшебная страна, тем более стал прямой рейс. Это очень круто, что не надо летать там в Москву куда-то или там в Владивосток оттуда лететь. Напрягает. Поэтому прямой рейс это волшебно. Прилетаешь, и вот я еду на разведку. Если понравится, потом отправимся большой компанией. Наша цель нашей поездки – это обследовать дочь, потому что в нашем городе мы не получили ответа на жалобу по здоровью. И сейчас вся надежда на Корею. Очень рада тому, что возобновились рейсы Якутск-Сеул, потому что я лечу дальше в Канаду, и мне очень удобно, потому что у меня только одна пересадка получается в Сеуле. Сеул большой аэропорт, нам очень удобно лететь через него. Из аэропорта Инчхон действительно возможны любые стыковки. До воздушных ворот Сеула очень удобна логистика на разных видах транспорта. Все для удобства пассажиров. Мы выбрали более бюджетный вариант метро. Кстати, сеульское метро занимает первое место в мире по протяженности линий и второе после Нью-Йорка по количеству станций. Также первое место в международных рейтингах Южная Корея занимает и по уровню развития медицины. Переводчик медицинской компании «Валерия», хоть и кореянка по национальности, но росла в Казахстане и считает себя россиянкой. В Сеул приехала 6 лет назад, уже освоила язык. Девушка учится на различных курсах и подрабатывает переводчиком. Про жизнь в Корее она говорит, что это очень удобная страна. Если вы заметили, то здесь все, кто работает в сфере обслуживания, очень дружелюбные, очень быстрый сервис. И если что-то спросишь, всегда подробно и так очень добросовестно ответят на все ваши вопросы. Лично нас интересовал вопрос медицинского обслуживания в Сеуле. Ведь медицина в Южной Корее на высочайшем уровне, что обусловлено в первую очередь применением высокоразвитых технологий в сфере здравоохранения. Не зря люди из многих других стран едут сюда, чтобы получить качественную медицинскую помощь. В клинике, куда мы обратились, всего за 4 часа можно пройти полную диагностику организма. Уже на следующий день можно прийти за результатом. Вас встретят и сопроводят при посещении специалистов русскоговорящие переводчики. Если вы проходите полную диагностику в нашей больнице и вам необходимы консультации узких специалистов, можно записываться сразу после диагностики, либо сразу обращаться к узким специалистам, имея определенные заболевания. Клиника, так как многопрофильная, есть абсолютно все специалисты, и все можно пройти удобно в одном месте. Если в будущем требуется дополнительное лечение на длительный срок, то возможно даже наблюдение врача без присутствия пациента. В Сеуле суперсовременные небоскребы деловых центров соседствуют с историческими дворцами и храмами. Достопримечательностей в городе много. Одной из них, безусловно, является пешеходная улица Мендон, своеобразный корейский Арбат. Побывать в Сеуле и удержаться от посещения этого царства шоппинга и роскоши сможет не всякая представительница прекрасной половины человечества. Неудивительно, что каждый день здесь отмечаются около 2 миллионов человек. Одна из главных фишек Мендона – уличная еда, вкусная, разнообразная и самобытная. Недаром корейская кухня славится многовековыми традициями и входит в число самых полезных кухонь мира. Осуществить незабываемое путешествие в Южную Корею, восхититься и познакомиться с культурой страны утренней свежести вам поможет авиакомпания «Якутия». Тем более, что скоро на Корейский полуостров можно будет улететь как из Якутска, так и из Нерюнгри. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Якутия день за днем. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите далее.
С условного на реальный срок изменили меру наказания братьям Булаховым, укравшим 21 миллион рублей. Обитатели Мирнинского заповедника готовятся к долгой зимней спячке. Уходящая неделя оказалась довольно богатой на различные новости, хорошие и не очень. Вкратце расскажем о самых, на наш взгляд, важных и интересных событиях. В Якутске в скором времени появится дом под куполом. Совместный проект группы компаний «Синет» и Северо-Восточного федерального университета находится на территории Торкангаласы. Конструкция собрана из металла и обтянута пленкой ПВХ. Дом, который находится в куполе, построен из обычных брусьев. Энергию там будут обеспечивать солнечные модули, а тепло – котел длительного горения. Они будут вести дневник, онлайн-дневник. Мы будем иметь возможность следить за ними в сетях, в соцсетях. Ну а также обязательное условие – это их согласие, на проведение исследований, экспериментов. То есть наши специалисты будут приезжать, регулярно снимать показания приборов, датчиков, а также специалисты, медики будут приезжать и проводить экспресс-медицинский осмотр. Николай Валуев встретился с юными боксерами в Якутске. Именитый спортсмен ответил на вопросы и поделился своим опытом. Первый вопрос, который задали дети, касался веса Валуева. Он отметил, что это очень важно, и признался, что похудел на 10 килограммов и весит всего 160. Валуев отметил, что успехов можно достигнуть только дисциплиной и упорством. В планах у депутата Госдумы провести переговоры по проведению различных соревнований. Основная цель визита – встреча с Министерством природы республики и обсуждение вопросов экологии в Якутии. Вы молодцы, что треть территории отвели под особо охраняемые территории, поэтому я понимаю, что со временем возникнут вопросы, но прямо вот сейчас вряд ли. Недропользователь обязательно придет, что-то захочет разведать, но на особо охраняемых территориях, кстати, некоторые из них будут федеральными, что поможет в их развитии и материально-техническому обеспечению, позволит в этой борьбе выстоять. Дело киберпреступников братьев Булаховых рассмотрено в Верховном суде республики, и приговор с условного изменен на реальный срок. Братья обвиняются в хищении денежных средств с банкоматов в размере 21 миллиона рублей. Путем кибератак на систему безопасности мужчинам удалось вывести средства. Мошенники, судя по последнему слову, раскаялись в содеянном и просили суд быть снисходительным. Я искренне хочу попросить прощения за совершенное мною преступление. Я прошу прощения у потерпевшего банков, государства и общества. За время следствия, за время нахождения в следственном изоляторе я много думал о своих действиях и сделал все для себя правильные выводы. В следственном изоляторе я заболел туберкулезом и буду лечиться от него до конца своей жизни. Я уже наказан за свое преступление. Я 1000 раз пожалел, что согласился участвовать в этом. Уважаемый суд, в настоящий момент я работаю, воспитываю дочь, которой 4 года. Супруга в данный момент беременна. Моя семья полностью зависит от меня. Я предпринял все меры для того, чтобы погасить материальный ущерб потерпевшей стороне. Но коллегия судей изменила меру наказания с условного на реальный срок, и братья были взяты под стражу прямо в зале суда. Дмитрий Булахов осужден на 6,5 лет колонии общего режима, а Иван на 5,5 лет колонии общего режима. Также они должны полностью возместить материальный ущерб потерпевшей стороне, в частности, 7 миллионов рублей на Алмаз-Эргиенбанку. Как очистить мусорные площадки от крупногабаритных отходов, решают в Якутской Кассете. Региональный оператор по сбору твердых бытовых отходов начал установку бункеров-наполнителей на местах большого скопления крупногабаритного мусора. Вместимость каждого бака 8 кубических метров, что в десятки раз превышает возможности мусорного контейнера. Пока бункеры установлены только в 3 местах в Якутске, вызывают только положительные отзывы, так как помимо вместимости снимаются вопросы частого вывоза мусора с территории. Контролировать у нас будут специалисты, по мере наполнения. Проезд мастер будет проверять ежедневно, и если есть наполнение, сразу машины специально для этого у нас 2 единицы. Планируем устанавливать, продолжать. Этнофэнтези «Хааркыннат» выйдет на экраны в 2021 году. Якутская кинокомпания «Арт Дойду» ведет съемки масштабной картины на основе легендарного эпоса «Аланхо». Съемки проходят в пригороде Якутска. Действие фильма разворачивается сотни лет назад. Это история о красавице Айкуо и молодом богатыре Хааркыннат. Девушку похищают демоны Нижнего мира, а богатырь отправляется на ее спасение. Мне нравится тем, что она очень сильная.
не только физически, а здесь и здесь очень сильная и умная. Профессор Академии музыки имени Гнесиных Александр Майкопар проводит мастер-классы в Якутске. Заслуженный артист России, доцент кафедры органа и клавесина, приехал в столицу республики в рамках нацпроекта «Культура». Он ведет курс повышения квалификации для преподавателей школ искусств и музыкального колледжа. Тема лекций – исследования в музыкальной иконографии. Александр Майкопар на сегодня является единственным в стране, кто изучает старинные картины с музыкальным контекстом с целью расшифровки символов и прочтения зашифрованных композиций. В целом же по нацпроекту планируется визит еще более 150 деятелей искусств. Это вопросы и интерес к картинам старых мастеров европейских художников, в которых запечатлены музыкальные сюжеты. Изображены музыканты, порой на инструментах или в их руках ноты. А часто эти ноты читаются. Мы не обращаем на это внимания, потому что мы ориентированы посмотреть картину и не ожидаем таких деталей. Я удивляюсь, почему никто, кроме меня, этим у нас не занимается. На Западе это разработанная тема, это даже имеет название, даже научное – музыкальная иконография. Из-за продолжительной осени медведи Мирнинского заповедника не спешат уходить в зимнюю спячку. Подробнее об актуальных новостях природного парка «Живые алмазы Якутии» и его обитателях расскажет Марферина Алексеева. Природный парк «Живые алмазы Якутии» – гордость и любимое место отдыха жителей Мирнинского района. Парк основан в 2009 году в целях сохранения природной среды обитания животных и растений на территории промышленного города. Это живописное место, охватывающее более 32 тысяч гектар смешанных лесов с общей протяженностью 90 километров. На данный момент в парке содержится 7 видов животных. Где-то 16 копытных, крупные. 4 хищника, павлин, естественно, штук 20, около 40 голубей содерживаем и около 30 кроликов. Вот так, визуально. Перед вами главный любимец всех посетителей – медведь Леха. Его привезли сюда еще в 2009 году совсем младенцем. Следом привезли медведя Умку. Он немного помоложе, но они оба вместе с Ленского района. Сегодня нам посчастливилось увидеть последний день приема гостей, так как с завтрашнего дня медведи уже уходят в зимнюю спячку. И спать они будут так до марта. Место для зимней спячки медведи готовят самостоятельно. Для этого работники приносят свежее сено. Ежегодно они, сколько надо, мы кидаем, они сами себе затаскивают туда. И потом заходят, потом снутри, вон там вторая дверь, они в эту половинку переходят. И щук заталкивает, закрывается. Из хищников, помимо медведей, в парке содержатся 2 самки рыси. Одну самку планируют отправить в зоопарк Ортодайду для оплодотворения. Самый многочисленный вид парка – копытные. Это лось, изюбры, яки, бизоны, якутские лошади и пятнистые олени. Также в отдельном отопляемом доме зимуют павлины и голуби. И, пожалуй, самые многочисленные обитатели парка – это кролики. Они здесь в буквальном смысле на каждом шагу. Но это наша радость, радует нас. Что они как при возможности всегда приезжают. Год 2-3 раза бывает, когда дети приезжают, и потом сегодня освободились, работа осенняя кончилась. Тихо. Они вас прям как будто знают. Все не и все. Как же, покормили-то не и все. Хороший. Еще совсем недавно горожане и сотрудники парка были обеспокоены вопросом о возможном переносе заповедника. Дело в том, что геологи обнаружили на территории парка богатые залежи нефти. Сразу несколько нефтяных компаний проявили интерес к данному месторождению. Остро стоял такой вопрос. Но сейчас РНГ, пока республика, наше министерство отказалось, и пока мы на месте остались. Пока все спокойно, дальнейшая судьба я предсказывать не могу, что там решат. Шибко много нефти, родине нефть, говорят, нужно. Тут под нами именно, откуда собралось, очень много говорят. Ежегодно акционерная компания «Алроса» выделяет 4 миллиона рублей на содержание обитателей парка. В
текущем году компания снова заключила договор о финансовой поддержке с Министерством экологии Якутии. С каждым годом численность животных в парке увеличивается, а возможность окунуться в удивительный мир животных в удаленности от городской суеты посетителям предоставляется круглый год. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за событиями в республике и за ее пределами. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.